день, завершающий первого тура 58-го чемпионата по баскетболу, который проходил у нас в городе. Итоги этого чемпионата мы попросили подвести старшего тренера нашего неринквинского «Шахтера» Турнова Владимира Николаевича. Владимир Николаевич, буквально в двух словах о итогах этого чемпионата, как выглядел он вообще? Ну, что можно сказать? В общем-то, двоякие чувства вызывает у меня проведение первого тура чемпионата СССР. С одной стороны, это большой праздник баскетбола, праздник для горожан, для команды, а с другой стороны, не совсем удачное выступление команды в плане даже не того места, которое она заняла, или результата, а качества игры, которую могла показать команда. Но следствием такой неважной игры, скорее всего, явилась СССР с ее материальными неурядицами, с ее комплектованием, с малым количеством контрольных игр. Точнее, команда не провела контрольных игр. И пришлось начинать чемпионат, играя с листа с такими сильными командами, как представляет наш тур. В результате чего команда, я считаю, не показала того уровня, на который команда, в общем-то, готова. Надеюсь, что, в общем-то, в дальнейшем ребята разыграются, и команда уже будет радовать болельщиков своей игрой. Результаты тура, в общем-то, будем считать закономерными. Команды высшей лиги ЦСКА заняли, соответственно, первое и второе место. Чемпион России «Локомотив» оказался на третьей ступеньке. Ну и мы замкнули турнирную таблицу первого тура чемпионата СССР. Хотелось бы, конечно, отметить большую работу, проделанную спорткомплексом «Шахтер» и ее директором по организации проведения этих соревнований. Ну, благодаря коллективу «Шахтера» была создана та теплая атмосфера, которую, в общем-то, отметили все приезжие. И даже руководители команды ЦСКА, которые, в общем-то, видели многое на своем веку, выразили очень такое теплое отношение по отношению к нашему городу и к тем, кто, в общем-то, принимал команды здесь. Владимир Николаевич, а как вы считаете, вот у нас в городе кадры, вот, которые могут быть, может завтра, послезавтра могут влиться в ряды вашей команды, они готовятся ли? И есть ли такие вот, например? Параллельно с чемпионатом СССР мужской команды начался молодежный чемпионат, в котором приняла молодежная команда, вывезла дубль «Шахтера». И сейчас в Иркутске проходит тур, в котором наши ребята, 15-16-летние, защищают честь города и команды взрослых. Из их рядов, я думаю, в ближайшие 2-3 года будет пополнение в основную нашу команду. Потому что уровень, на котором играет взрослая команда, уже настолько высок, зрители увидели, в общем-то, и ЦСКА, и СКА Киев, и Новосибирск, что здесь нету слабых, нету не умеющих играть, это профессионалы. А чтобы стать профессионалом, надо очень много времени и труда вложить в каждого баскетболиста. Статистика говорит, что на 40 тысяч занимающихся баскетболом вырастает один мастер спорта. Вот, если весь город наш будет заниматься, я думаю, мы будем по одному мастеру спорта готовить каждый год. Хотел бы поблагодарить всех тех, кто принимал участие, снимал эти фильмы, показывал. Потому что без популяризации, без рекламы вряд ли сможет будет добиться больших успехов. Я думаю, что то, что увидят телезрители, те игры привлекут на наши трибуны, в первую очередь детей заниматься, ну и мам с папой поболеть за подрастающих баскетболистов. Спасибо большое. Спасибо вам. В первом туре приняли участие 4 команды. Наш «Шахтер» встретился с 3 участниками чемпионата. И хотя имя нашей команды было записано в последней строке турнирной таблицы, я полагаю, что, в общем-то, наша команда выглядела не так уж и плохо. Посмотрите фрагменты игр, которые провел наш «Шахтер» в рамках первого тура. В первой игре наш «Шахтер» встретился с командой ЦСКА города Москвы.
Ну, об этой команде говорить много, я думаю, не надо, потому как 50% практически этой команды составляют, входят, вернее, в состав сборной Союза по баскетболу. И вот некоторые эпизоды этой игры мы предлагаем вам посмотреть.